Хвала Аллаху, по милости которого совершаются благие дела. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, и его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, прошла половина месяца Шаабана, и до наступления священного Рамадана остались лишь 2 недели. Рамадан – это месяц, в котором ниспослан Коран и который содержит в себе ночь предопределения. Верующим следует особым образом подготовиться к его наступлению и желать встречи с ним. Сегодня мы хотим рассказать одну историю. Против истины всегда стояла ложь, но истина всегда одерживала вверх, хоть и не всегда легко. Когда Всевышний Аллах ниспослал Коран своему посланнику, мир ему и благословение Всевышнего, одна часть людей уверовала в него, а другая часть возгордилась и отвергла его призыв, при этом будучи убежденной в его правоте. С момента своего призыва посланник Аллаха подвергался разного рода клеветам и насмешкам. Его называли лжецом, колдуном, сумасшедшим, стремящимся к власти, желающим возвысить имя своих предков. Кем его только не обзывали неверующие, лишь бы не смириться перед истиной. Эта вражда не закончилась и по сей день. Представители разных языков и вероисповеданий не перестают возводить ложь на нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Есть также те, кто в корне отрицает существование пророка. В какое-то время в нашей республике царил коммунизм, закон, отрицающий Господа и признающий только материализм. В некоторых школах бывали надписи «Религия – опиум народа». По милости Аллаха этот грязный закон исчез, и чеченский народ вновь обрел возможность спокойно исповедовать свою религию, да не лишит нас Аллах этой благодати. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что ислам – это великая милость, выше которой нет ничего. Как же много людей на земле, не знающих своего Господа и его существования. Мы, чеченский народ, являемся частью тех людей, которые уверовали во Всевышнего Аллаха и подчинились его посланнику. Хвала Аллаху за это. Всевышний ниспослал Коран и обещал сохранить и оберегать его от любого изменения и искажения. Кто же способен нарушить его обещания, и кто лучше него сдерживает свои обещания? Всевышний говорит: «Поистине, мы ниспослали Коран, и мы сохраним его». Есть 2 пути, по которым Господь хранит свою книгу вплоть до этого мига и вплоть до судного дня. Первый способ – это сохранение Корана в сердцах своих рабов, первый из которых – это посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Когда пророку исполнилось 40 лет, к нему пришел ангел Джибриль в гору Хира с первыми 5 аятами. «Читай с именем твоего Господа, который сотворил. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь Господь твой самый щедрый». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, вернулся домой и сообщил Хадидже, да будет доволен ею Аллах, о случившемся, что его схватил ангел и сжал сильно 3 раза, веля ему читать. Ученые говорят, что мудрость сжимания ангелом посланника Аллаха заключается в том, что таким образом ангел передавал в его сердце божественные знания. И так Коран ниспосылался ему в течение 23 лет. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, выучил его путем того, что Всевышний низвел Коран в его сердце посредством Джибриля, мир ему. Посланник Аллаха, в свою очередь, обучил ему своих сподвижников, которые также выучили его, и среди них были 4 знатока Корана, которых выделил посланник Аллаха и которые отличались крайним мастерством в его познании. После них пришли табиины, самые праведные и правдивые люди после сподвижников, крайне богобоязненные и строгие по отношению к передаче Корана и пророческих изречений, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил, что тот, кто намеренно возведет на него ложь, то пусть приготовит себе место в аду. Они отчетливо понимали всю опасность возведения лжи на книгу Аллаха и его посланника. Будучи выдающимися людьми, они выучили Коран, сохранили его и передали последующим поколениям, пока он не дошел до нас.
Сегодня насчитывается около 1100 цепочек знания и передачи Корана, восходящих к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Вот такой ступенью достоверности и точности передачи обладает священный Коран. Второй способ заключается в фиксировании Корана письменным образом на тех материалах, что имелись в ту эпоху. Если бы сегодня сгорели все письменности Корана, то его знатоки воспроизвели бы его снова, ибо Всевышний обещал сберечь его, поскольку не будет больше ни пророка, ни нового закона. В Коране содержится бесчисленное количество наук. Науки о теле человека, земле, небе, звездах, море и его обитателей, и многие из них все еще остаются неизведанными. Сегодня ученые из числа немусульман открывают из этих наук все новое и новое, что становится указанием на чудеса Корана, которые были сообщены в нем более 1400 лет назад. Все это указывает на то, что Коран от Аллаха. Разум не может принять, чтобы человек, не умевший писать и читать в течение 40 лет, был способен изложить в столь красноречивом виде события разного рода, истории прошлых народов и сокровенные аспекты. Вот почему это чудо Корана, дарованное нашему посланнику, мир ему и благословение Всевышнего. Му'джиза – это чудо и необычное явление, и самое великое чудо нашего пророка – это Коран. Оно является величайшим по причине того, что арабы, среди которых появился посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, славились своим красноречием, а самой высшей наукой среди них была литература. Например, их поэты собирались на каком-то рынке и устраивали состязания в поэме и красноречивости. Красноречие – это наука, с помощью которого человек может максимально отчетливо и понятно донести свою мысль таким образом, чтобы она соответствовала действительности. Всевышний ниспослал Коран, который содержит в себе высший уровень красноречия. Он ниспослан на арабском языке, ибо среди всех языков арабский является самым богатым и красноречивым. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, читал Коран, некоторые поэты, владеющие высоким уровнем в написании стихов и красноречии, тотчас же веровали в него и склонялись перед красноречием его слога. Но были и те, кто проявляли высокомерие и отрицали правдивость Корана. Именно таким Коран бросает вызов и говорит: или же они говорят, он сочинил его. Скажи, приведи хотя бы одну суру, подобно ему. Этот божественный вызов брошен ко всем обитателям земли, людям и джиннам, чтобы они сочинили хотя бы одну суру с таким же красноречием, обилием знаний и величием слога. С момента этого вызова ни один человек не смог ответить на него. Ведь если бы было написано хоть что-то подобное ему, оно обязательно было бы передано и представлено против мусульман. Однако обещание Аллаха не подлежит нарушению. Слова Господа миров не похожи ни на одну речь, и если они заявляют обратное, то пусть приведут 10 сур или хотя бы одну суру. А самая маленькая сура в Коране состоит из 3 аятов. «Поистине, мы даровали тебе обилие благ, поэтому молись своему Господу и совершай жертвоприношение. Поистине, твой ненавистник сам окажется бездетным». Также и сура Аль-Ихлас. Эта сура, несмотря на свою лаконичность, содержит необыкновенную стилистику, высокий уровень красноречия и знания сокровенного. Когда многобожники поклонялись своим изваяниям и идолам, пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и спросили рассказать им о происхождении его Господа, которому он призывает и поклоняется. Всевышний ниспослал данную суру: «Скажи, он Аллах один, Аллах самодостаточен, он не родился и не был рожден, и нет никого и ничего подобного ему». Как же мудро и прекрасно изложена эта сура. Человеческий разум не способен постичь всю его красоту и глубокий смысл. Неподражаемость Корана – это то, что является доказательством его божественности, ибо в нем есть много аспектов, указывающих на то, что он от Аллаха, и человек бессилен перед его величием. Всевышний Аллах хранит свою книгу как в сердцах своих рабов, так и в письменном виде. Среди его рабов, которых хранят Коран, в своих сердцах наш чеченский народ. До вчерашнего дня в нашей республике насчитывалось 8 школ хафизов, а вчера была открыта еще одна школа. Наш глава, служитель Корана, да хранит его Аллах, открыл 9-ю школу хафизов. Более того, вчера произошло историческое событие для нашей республики. Дорогие мусульмане,
Всевышний Аллах не спаслал Коран с разновидными вариантами чтения, в соответствии с диалектами разных племен, которые были во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего. В нашей республике Коран читается самым распространенным вариантом чтения Хафса от Асима. Однако Коран можно читать 10 методами, которые табиины передавали от сподвижников, а те, в свою очередь, от посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего. Изучение этих способов чтения требует неописуемо больших усердий и заучивания отдельных трудов с 1000 строками поэмы, содержащих правила данных способов. В нашей республике, по милости Аллаха, преподает выдающийся ученый в этой области и знаток разновидности чтения Корана, который обучает хафизов методам чтения Корана. Так вот, в нашей республике 2 его ученика стали знатоками 10 разновидностей чтения Корана. Один из них – Гайтиев Муса, а другой – Ильясов Ханпаш. Вот такое величие и благодатное событие произошло в нашей республике. Несмотря на попытки врагов ислама очернить Коран или сжигать его на митингах, их усердие тщетны и бесполезны, ибо обещание Творца истина и непременно должно свершиться. Правдивость его обещания уже давно начала проявляться. Коран распространяется во всем мире, его заучивают наизусть. Люди узнают посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, и любят его. Но есть люди, питающие ненависть к исламу, которые бросают все свои силы на то, чтобы унизить нашего пророка и представить его и его жен, в частности Айшу, да будет доволен ею Аллах, в дурном свете. Но попытки их провальные и жалкие. Все сомнения и критики, которым подвергается религия, опровергаются нашими учеными с аргументами и разъяснением доказательств. Клянусь Аллахом, любая критика, выдвинутая против ислама, не что иное, как сомнение, на которое дан исчерпывающий ответ и доказательства. Ведь их критика – это не знание, а всего лишь сомнения, которые опровергаются каждый день. Пусть никто не обманывается тем, что пишут и распространяют против ислама. Все их сомнения давно развеяны, а на их критику даны исчерпывающие ответы. А последние их сомнения, ни одно из них не способно выстоять против рациональной аргументации и доводов Корана, сунны и пророческого жизнеописания. Мы будем воевать с ними мечом знаний по воле Аллаха. Пусть Всевышний укрепит истину и сделает нас его защитниками, приверженцами, носителями и теми, за кого он будет заступаться в день страшного суда.